Доброе утро. Точнее уже день. Вот лежу, орехи щелкаю. Время 3 часа уже. И сейчас я поеду в дорогу. Полежал, отдохнул немножко. Ветер немножко ослаб как раз. Можно ехать. Ох, сколько я, получается, 24 часа валялся. Отдыхал. Немножко вроде чувствую силы. Ну, полегче, можно ехать. Вот. Вовремя подарил Россельхозбанк мне бейсболку в яльчиках. Как раз, чтобы нос не загорал. Бейсболки я вообще сильно головные уборы не люблю носить. Вот, но ради загара носа придется, чтобы он мне не обгорал. А то у меня постоянно вечно он обгорает. Все-таки это нехорошо тоже. Ух, комарья много-то. Комаров вообще тучи. Хорошо штаны эти кальсоны с начесом не прокусывают. Ба! Ха! Ну вот. Лесной Шамуршинский район начинается. Вот видно лес, Чаваш в Армане. Много его здесь. Карабай Шамурша, сама Шамурша дальше еще. Еще немножко мне по этой дурной трассе проехать. А-151. Узкая она. Не нравится мне. Дурноватая немножко. Большой поселочек. Только еще мышкара здесь летает. Ох. Что нравится, здесь вот эта выделенка есть для велосипедистов. Такая широкая довольно. Это хорошо. Тополиный пух уже вовсю летает. Ух, все-таки какой кайф ездить, когда не мешает ветер по такой дороге. Кстати, асфальт что ли здесь сделали? 5 лет назад здесь, по-моему, плохая дорога была, насколько я помню. Вон. До Бичурги-Баишева 18 километров. И за Бичургой уже будет лесной участок километров 20 по лесовозной дороге. Обычно лесная дорога песчаная. Стоять невозможно, мошкара вообще съедает. Вот здесь вот кусочек Татарстана. Шланговское сельское поселение Дрожановского района. Это татарстанская, в общем, земля немножко. Вот там, в принципе, Татарстан уже идет. Просто это небольшой кусочек. А вот там то, что лес, это все Чаваш в Армане. Национальный парк, через который я буду проезжать. Но тут официально все Республика Татарстан. Republic of Татарстан. Молодцы. Ух,
Как я люблю такие дороги. Это вообще кайф. Лесная. Среди леса. Остановиться, правда, невозможно, потому что мошкара просто лепит. Вот, скучаю я по Сибири, почему-то всегда по таким дорогам езжу лесным и скучаю по Сибири. Прям ностальгия. 2 года назад как раз я по Сибири ехал. Да, вот-вот только строят дорогу, заканчивают, наверное. Вот Асаново. Сан-Каси. Вот и Печурга. Сейчас парнишка меня тормознул, предупредил, говорит, что там идет грунтовка, песчаная дорога. Он говорит, ты что, говорит, по навигатору что ли едешь? Я говорю, что я знаю, ну, что ездил здесь. Он говорит, понятно, а то, говорит, фуры заезжают сюда. По карте, в принципе, не скажет, что там песчаная дорога. Она показывает такая же, как и здесь, то есть асфальт. Не знаешь, какая. Ничего себе. Здесь, получается, собираются дорогу до Сойгина, что ли, сделать в перспективе. Вот асфальт и закончился тут. Веселый здесь песочек. Уже увяз прям в самом начале. Да, был бы здесь дождик сейчас, хорошо было бы, как в прошлый раз. Ливень такой хороший прошелся. Чтобы как раз утрамбовался песок, но сейчас нет, он взрыхленный. Да, тут вообще на велик не сядешь. Колесо просто зарывается. Сейчас бы какого-нибудь широкую покрышку, какую-нибудь фэтбайки, было бы здорово. Но на моей очень тяжело. Ну вот, по кромке можно ехать. Более-менее, пока она есть. О, дорогу опилками постелили тут. Хорошо. Ну-ка, ну-ка, давай иди. Тут лепешек-то. По опилкам-то удобно ехать. Не как песок сыпучий. Все равно держит. И запах вкусный. Аромат прям сосновый. Да, символичная дорога в лесу из опилок. Вот тебе и чаваш в Армане. Поеду я рядом по лесу. Че я там буду мучиться по дороге? Просто параллельно. Хорошо на велике все-таки ездить. Тут тоже не быстро, но зато в седле.
Вот здесь территория лесопилки еще одна. Лес тут много. О, сюрприз! Цепь порвалась. Как раз уже собирался вставать на ночевку. И тут бац! Весело. О, а делать-то я ничего не хочу. Комаров вообще ужас. Вообще ничего не охота делать. Ух. Ладно, сейчас встану на ночевку. Завтра посмотрим, что можно будет сделать. Да, вот и испытания мне выпали. Еще и цепь порвалась. Но завтра надо будет посмотреть, что там произошло. Ох, не хочу я. Я и не помню, у меня есть выжимка цепи или нет. По-моему, за 5 лет у меня первый раз вот так вот цепь рвется. Может, рвалась, я не помню. Были какие-то проблемы незначительные. Но вот так вот, по-моему, первый раз, что порвалась. Комары-то ладно, бог с ними, но вот эта мошкара, это вообще ужас. Она как будто откуда-то появляется еще. Хотя вроде все закрыто. Не знаю. О, почти заснул. Сейчас, короче, позвонил человек с Бичурги Баишева. Он следит за мной в Инстаграме. Хорошо, что хоть интернет здесь есть, я смог пост сделать. Вот, пригласил на баньку, цепь посмотреть. Вот. Конечно, из палатки никуда с такими комарами неохота вылезать, но он, говорит, подъедет. Километра где-то 4, наверное, от Бичурги. Вот, так что банька сегодня будет. Сейчас, жду его. Вот, и Женя приехал с Бичурги. Прям как Чип и Дейл спешат на помощь. Оперативно на помощь. Да. Сейчас. Поехали в баню париться. Все, говорит, в баню поехали. О, поехали. Баньку не рассчитывал. Все, сразу в баньку меня прям с дороги. Баня написано. Мундя. Хорошо. Сейчас разденусь.